Нет, не спал. Так, здесь целая куча комментариев. Занху идут. Кулисыкты. У меня тут просто другие дела были, кое-какие. Надо было сделать. Надеюсь, нормально слышно. Сегодня, кстати, другую схему. Ну как, по-другому немножко поставил прибор. Сайн звук норм. Я вообще сейчас хочу перейти на ролики, на стримы. Ну, как долго проводить просто. И это. Просто я встаю рано. И это 4:40 получается. И вообще не высыпаюсь. Сэмбэна. Так. Сегодня хотел тему поднять, которую надо вообще обсудить конкретно. Сэн уснул, что ли? Нет, не уснул. Но эти дела просто были, все переносил и не успел перенести еще раз. Так. Там комменты в начале. Да, я там маленько это читал, да. Либо буряты наконец-то добиваются независимости и наводят дом на порядок, либо будут окончательно уничтожены пришлыми русскими колонизаторами и оккупантами за 50-100 лет. Нужно создать бурятское правительство, СМИ, армию и так далее, а затем освободить Бурятию из русской недоимперии, добиться независимости. Братский острог, первый острог русских колонизаторов на бурятской земле. Братский острог неоднократно сжигался коренными бурятами. После проведения иллюстрации правительство будущей независимой Бурятии должны занять правильные люди, поэтому и нужно уже готовое правительство МБНБ. Давно эфиров не было. Да, я сейчас постараюсь, как сказать, поактивнее, в общем, вести. Ну, сегодня я хотел сказать про такую предтечу. Все это понятно, что необходимо правительство и все такое. Но на самом деле для начала нужна какая-то предтеча, да? То есть она в таком зародыше как будто бы есть в данный момент. И несмотря на работу всяких там агентов и так далее, но тем не менее. Самое главное, что я считаю, что сегодня я, наверное, недолго, кстати, буду вести. Что-то все равно еще не до конца это. Ладно. Самое главное, что произошло из-за этой вот войны, как я уже говорил, все-таки получается самосознание у коренных народов, у бурят, у других народов все-таки проснулось, и пошли разнообразные проекты, говорю, разнообразные, ну да, проекты, наверное, можно так сказать, видение у разных активистов, как это должно быть. Кто-то занял, ну, на мой взгляд, я их критикую постоянно, ну, у них такая позиция, допустим, они, как сказать, выступают против того, чтобы в СМИ о бурятах писали в каком-то неправильном или негативном свете. Ну, есть сторонники независимости, грубо говоря, есть сторонники федерализации. Возможно, все это разные проекты, ну, скорее всего. Но, тем не менее, все равно, как бы то ни было, информационное пространство потихоньку наполняется, тема эта перестала быть маргинальной, то есть это уже не кажется, что что-то невероятное, невозможное, и вообще даже это обсуждать не стоит. То есть сейчас как раз таки такое время, когда обсуждать стоит. И мне кажется, главное, да, чего не хватает на самом деле,
Ну, среди всех активистов, мне кажется, нет ученых и даже, наверное, философов, скорее всего. А, Ну, посмотрите, в каком состоянии сейчас вот этот вот Мордор находится, да? Хорошее слово, кстати, у этого с Варомата взял. Мордор. Ну, там такие люди, как Дугин, допустим, да, философы, которые опираются на этого Ильина, фашиста. И у них очень простые какие-то верования, то есть э, типа просто надо верить в то, что все получится и все, и как-то само по себе все это произойдет. То есть здесь нет никакого, знаете, подхода какого-то эмпирического, да, что-то такое. То есть это просто вот какая-то тупая вера, и само по себе как-то должно произойти. То есть это что-то такое на авось, короче, да. Поэтому, в общем-то, все и происходит так, как происходит, и этот Мордор терпит крах. И в этом, почему я вообще такую тему поднял, про то, что среди активистов Мордор — это Толкин придумал, Толкин создал жанр фэнтези. Ну, Мордор — это имеется в виду Эрефия, Рашка. Понятно, что не сам Мордор. Ну, если орки, они же в Мордоре жили. Так. Про активистов, да? Активисты, которые в основном далеки от философии, от каких-то вообще осмыслений, анализа хорошего, не имеет какой-то структурной такой структурного охвата, наверное, информации, чтобы разложить по полочкам, в каком состоянии бурятский народ был, ну, в каком-то идеологическом плане, что ли, в разные временные, ну, хотя бы, ладно, не берем мы там очень далекий период, но хотя бы до, там, не знаю, революции, после революции, 30-е годы, 60-е, ну, имеется в виду советский период, после перестройки и сейчас, да, чтобы вот это вот кто-то проанализировал беспристрастно, объективно, какие главные мысли были, в каком вообще состоянии находился бурятский народ и куда мы должны двигаться. То есть это вот такой анализ, я считаю, необходим. Потому что без такого вот структурного, хорошего подхода невозможно как-то прогнозировать на самом деле будущее. То есть, видите, мы вот, ну, я на таком каком-то суперлюбительском, конечно, около, я не знаю даже какой-то, как назвать этот уровень, около политический или какой научный, не научный, даже просто популярный жанр какой-то, да, просто в силу своих каких-то, не знаю, возможностей рассуждаю об этом, о независимости. И видите, сталкиваюсь с разными, получается, слоями, которые все-таки в сознании народа нашего живут. Это и некое какое-то племенное все-таки, да, мышление. То есть вот рода необходимо, конечно, сохранять, потому что это важная такая веха. То есть нам надо как-то осмыслить вообще сам наш народ, в каком он состоянии находился, находится и куда идет. Тем более сейчас время, по сути, постмодерна, да. А мы... Почему вот еще, смотрите, как сказать, сейчас объясню маленько, да. Ну, то есть, вот был модерн, потом постмодерн, да, то есть в постмодерне все как бы подвергается критике, все можно как-то отвергать и так далее. А модерн это немножко... Ну, сейчас давайте я прям загуглю, чтобы прям научно вам, да, сказать. Не научное, как это определение, из Википедии. Почему у нас разное
Так, здесь с точки зрения искусства рассматривается. Так, ладно, самостоятельно загуглить. Не буду я там вдаваться в все это дело. Но смотрите, я имею в виду, что то есть мы еще в разных каких-то находимся смысловых, как сказать, пространствах, что ли. То есть если я иногда на какого-то человека обрушиваюсь там с критикой или еще что-то, то есть в моем, как сказать, сознании, в моем мировоззрении это в принципе нормально. То есть, ну как, я смотрю какой-то, возможно, массовый продукт американского производства, и вот получается в этой какой-то системе, схеме координат, как бы можно сказать, живу, да, такой постмодерновый. А есть у нас люди, в основном все-таки старшего, я считаю, поколения, которые живут вот в таком модерне, где есть какие-то незыблемые авторитеты, ну, вообще в таком авторитарном, как бы, авторитарном мире, где нельзя никого подвергать критике, где, ну, как-то сказать, какие-то устоявшиеся формы какие-то, хотя они на самом деле тоже, ну, допустим, вот смотрите, вот Проникинов говорит, там, ссылается на Хамбу, да, допустим, вот Хамба что-то сказал, ну, то есть в его, как бы, системе мировоззрения Хамба является авторитетом. Но для меня он уже не является авторитетом, потому что он отправляет людей на войну. Ну и во всем в этом. То есть, вот как сказать, я как-то в этом плане свободен, да, и свободу слова, и я вот этим вот, как сказать, правом пользуюсь. Но для многих людей вот эта вот схема не работает, то есть они воспринимают все это как-то слишком серьезно. И такого рода различных вообще систем мировоззрения, ну понятно, это еще от возраста зависит, образования и так далее, но в целом наше бурятское общество, что я хочу сказать, да, бурятский народ, он слишком разрознен, как-то не объединен одной идеологической какой-то составляющей, что ли. То есть еще помимо того, что мы в разном, как сказать, каком-то культурологическом контексте разным живем, ну и плюс еще и у нас есть разное население городское, сельское. Еще и в этом плане тоже у нас столкновение идет. Ну, понятно, что сельское это больше все-таки традиционалисты, которые лучше знают какие-то традиции, допустим, народа и так далее. А городское, оно более все-таки оторванное. Ну и в силу того, что еще и, понятное дело, с языком проблема. То есть некоторые вещи, которые, ну, можно было бы объяснить на бурятском языке. Ну, это надо, как сказать, обладать же таким мышлением, получается. Мышления такого нет, соответственно, и понимания нет. И поэтому, что я хочу сказать. Вот наше общество сейчас, почему сложно вот нам вообще все, ну, я вот прихожу к выводу, почему нам сложно всем объединиться, выбрать правительство, выбрать какие-то рабочие, так скажем, карты, ну, как-то двигаться, развиваться. Просто сами по себе мы лишены именно идеологической составляющей, потому что, ну, для того, чтобы ее создать, надо, конечно, структурировать, понять вообще, какое наше общество на самом деле, какие движущие мотивы, как его можно объединить, как вообще буряты сами представляют свое будущее. Пока эта работа не проведена, поэтому нам и сложно на самом деле. Все-таки все заключается не столько, знаете,
в промывке мозгов, хотя и в ней тоже, да. Ну, что я могу сказать о промывке мозгов? Сейчас она на каком уровне? Почему вот у нас еще конфликт идет, еще один конфликт поколенческий, да? То есть мы-то люди, которые выросли в перестройку. То есть для нас коммунистический идеал вообще ничего не значит. С одной стороны, я понимаю, что почему людям, хотя они и понимают старшего возраста, что, как сказать, Советский Союз давно развалился и так далее, но как-то подсознательно они живут и считают, что это была хорошая, правильная страна, хорошая идеология и так далее. Хоть и жили, в общем-то, небогато, мало было возможностей, нельзя было покинуть страну и так далее, но тем не менее была идеология, было, то есть тебя как бы не спрашивали особо, да, тоже на самом-то деле, хочешь ли ты, поддерживаешь ли ты эту, то есть ты должен был по факту поддерживать и все, тебе ничего сильно не требовалось, ты должен был просто быть частью этой системы, винтиком и просто слепо подчиняться. Но взамен ты все-таки ощущал себя вот этим вот нужным каким-то винтиком, болтиком, который в составе большой какой-то команды, какого-то большого локомотива строит вот это вот великое будущее, да, коммунизм и так далее. Ну, а мы выросли, конечно, у нас уже не было никакой идеологии, никакого там коммунизма, у нас совершенно другое мировоззрение, тем более люди все равно формируются больше в детстве, в подростковом возрасте, поэтому, конечно, нам вот это вот все невероятно сложно понять, что, ну, почему люди поддерживают старшего возраста вот этот коммунизм и так далее, считают, что там все хорошо было. То есть для нас это, конечно, совершенно все непонятно и как бы нафиг не нужно. Ну, не говоря уже о других поколениях, которые за нами идут. Но тем не менее, вот у нас здесь тоже нету точки сопряжения между нашим народом, потому что еще и идеологическая, да, составляющая. То есть там как-то людей заставляли верить, и хочешь не хочешь. Ну, кто-то не верил, но тем не менее, по факту тебе надо было, раз все следуют, то тебе тоже вот поддерживать коммунизм, тем более там все врали. Я сегодня смотрел как раз про выпуск из Польши. Наша пропаганда, ну как наша российская пропаганда вовсю кричит о том, что там якобы эти оскверняют могилы советских солдатов, русских солдатов, но на самом деле такого ничего не происходит, это все какой-то фейк опять. Более того, они все охраняются законом, и немецкие даже солдаты, то есть ничего такого там не происходит. И ну, очень интересный, в общем-то, выпуск. Я забыл, что за канал был, но если надо будет, поищу, в следующий раз скажу. Как вы думаете, кто помощь на обычном бурят, хумус и белениц? Ну, только люди очень интеллектуальные. Я говорю, это все-таки люди, у которых образование, позволяющее им на уровне идеологии, на уровне анализа все это продумать и объединить. Пока вот все-таки я смотрю, кто у нас есть активисты, на самом деле мало людей, которые подходят к этому с каким-то научным подходом. То есть в основном это, знаете, если взять какой-то пирог большой, да, то либо кто-то какие-то крошки цепляет, да, то есть не может никак все это понять вообще, что там находится, да, либо кусочек какой-то пытается отрезать, а в целом увидеть весь этот пирог и весь этот торт, ну, как бы мало кто. Пока, наверное, таких людей даже и нет, я так думаю. Видите, все-таки надо к этому делу системно подойти.
понять некие ключи, которые подойдут к сознанию бурятского нашего народа. И благодаря чему народ объединится. Потому что все равно надо, чтобы хотя бы какой-то определенный процент, он прямо в это все поверил, в эту историю, идеологию, и пошел на баррикады. Потому что, смотрите, какой важный вывод, да, недавно Глуховский, что ли, сделал. Или у Невзорова было. Но смотрите, вот в Грузии, да, все-таки продавили этот закон об иноагентах. И что это значит? Сейчас Европа будет отворачиваться от Грузии, то есть медленно, но все-таки вот эта вот рашка своей вот такой тупой силой, реально тупой. Это же очень тупо все сделано. Просто подкупили и все, и протаскивали сколько раз. Очень медленно, тупо, настойчиво, без какой-то, знаете, пропаганды или еще чего-то. Просто вот так в наглую, знаете, вот как прет какой-то бык, короче, да, и все. И его как-то тяжело вообще не столкнуть, ничего. Но вывод-то в чем? Если не противопоставлять силу, не выходить на протесты не такие протесты, да, там вот с фонариком или еще что-то. Хотя, конечно, надо дать должное грузинскому народу, они очень мощно выходили, но там надо было, видимо, как кыргызы, да, то есть не врываться в здание правительства и так далее. То есть выгонять весь этот парламент нахрен. Потому что без какого-то силового, без проявления силы против силы ничего не получится. Это как бы очевидно, я думаю, и понятно. То есть пока бурятский народ не поймет то, что независимость ему нужна, и за эту независимость надо бороться и идти на крайние радикальные меры, то ничего не получится на самом деле. Но чтобы это все сделать, нужна, я говорю, предварительная, хорошая теоретическая подготовка. То есть надо же понять вообще весь этот народ, проанализировать. И в чем я говорю еще подлянка, да, вот это вот Сталина-то. И вообще всех этих НКВДшников, КГБшников. Они же реально уничтожили наших всех действительно умных людей, которые могли это все осознать, понять, оценить, сделать какой-то план, которые знали историю хорошо, какие-то связи могли делать, проекты. А народ без элиты, без своей, это просто стадо. И этим стадом может руководить любой. Поэтому так у нас сейчас и происходит. То есть вот повели их на войну, они идут. Потому что они себя не осознают как отдельный бурятский народ. Мы не можем, получается, сопротивляться этому, потому что нам противопоставить-то, в общем-то, и нечего. Никакой хорошей идеологии у нас, которая бы выводила нас на протесты, нет. То есть здесь еще можно взять какой пример. Смотрите, вот я недавно как-то случайно посмотрел ролик там про эту, как ее, Мила, что ли? Мила Берлинская, по-моему, зовут, да, актрису, которая снималась, когда была ребенком. Пианистка, она вообще знаменитая. Уехала во Францию. Сам ролик я не смотрел, просто почитал там комментарии, и там написано было про нее очень плохо. То есть она сейчас во Франции живет, в Париже. То есть во Франции, город я не знаю. И там было, знаете, что-то написано, какие-то гадкие слова, типа вот она предательница. То есть, знаете, это очень странно. Человек решил уехать в другую страну. Кому какое дело вообще, да? Решила она в другой стране жить. Нет, надо писать про нее какое-то говно вообще. Вот она там проститутка или еще что-то там. Просто человек просто уехал, да и все. То есть она ничего плохого не высказывает, но решила там жить. Это вообще-то выбор каждого человека. То есть каждый волен жить там, где ему нравится. Нравится ей во Франции, пускай живет. Зачем про нее что-то писать? Тем более человек очень заслуженный.
ну, действительно пианистка, она сама из семьи тоже музыкантов. И когда была ребенком, вот каким-то образом попала в кино еще. Большое космическое путешествие. Ну и в общем, я немного почитал об этом фильме «Большое космическое путешествие». И какие выводы сделал? То есть там группу детей из 3 человек, 2 мальчика, девочка и какого-то взрослого отправили в космос. Ну, типа, вообще миссия была, что отправлять детей в космос. И суть в том, что в конце оказывается, что они никуда не летали, все это было просто типа подстроено как-то, какие-то с ними там приключения были. Но суть-то в чем? Видите, кинематограф это такое массовое же на самом деле средство для создания определенных тоже нарративов, телевидение, ну кино на самом деле куда сильнее от степени его, получается, качества и зависит эффект. И смотрите, о чем это говорится. То есть, почему советское общество в том числе и не способно было уже как-то бороться. То есть, все детей каких-то, да, готовили к тому, что они как бы не самостоятельные, они не могут самостоятельно принимать какие-то решения и так далее. То есть вся их жизнь это какая-то подготовка к жизни. То есть вот эти поколения 70-х годов, да, начиная, наверное, 60-х, в итоге, когда развал совка был, в общем-то, ну, там тоже, конечно, с элитой проблемы были. Но в итоге сам народ так и не смог сказать свое слово, потому что он так воспитывался. И какие еще фильмы-то? Ну, очень много было под конец Советского Союза фильмов про каких-то 40-летних мужиков. «Осенний марафон», допустим, там, ну, которым за 40 лет и которые, ну, как сказать, у них какой-то кризис среднего возраста. И, в общем-то, какие-то задавленные, подавленные люди, которые непонятно, видимо, ничего не добились. Особенно вот этот осенний марафон меня добил, конечно. Никак не может ничего принять, никакое решение, ни с одной, ни с другой остаться. И в итоге так и кончилось то, что он так и никакого решения не принял. Ну, то есть, вот такие фильмы какие-то. Если смотрите, вот кто принимал какие-то решения, кто действовал, это поколение фронтовиков, безусловно, да. И те же, допустим, неуловимые мстители, они тоже были дети, подростки, грубо говоря, но тем не менее они все-таки, у них все по-настоящему было. То есть они никакой подготовкой там к революции не занимались, они непосредственно в этом участвовали. И фронтовики тоже воевали. А дальше уже идет чисто даже идеологически взять. Имеется в виду, что у нас есть вот какие-то иконы, да, это ветераны, на которых надо молиться, но сами мы как бы ничего как будто бы и не можем, да. То есть здесь вот на идеологическом уровне это тоже такая промывка мозгов шла в Советском Союзе. Ну и смотрите, если мы сравним американское кино, то же самое. Ну вот, не знаю, кто смотрел, не смотрел, но такой сериал «Пацаны». Это такая тоже новый взгляд на супергероику, потому что вот эти вот, ну, очевидно, что сейчас время супергеройского кино подходит к концу. Ну, то есть это же как бы волнообразно так идет. Оно, ну, имеется в виду фильмы, снятые по комиксам. То есть интерес, то нету, то к вампирам интерес, то он спадает. То есть сейчас вот где все эти сумерки и так далее. То есть оно же, как сказать, как они работают.
Вот есть интерес к какому-то жанру, и все, и все начинают там все это копировать, ну, чуть-чуть менять, но соблюдать как бы канон какой-то. Сейчас в основном занимаются франшизами. То есть там уже сколько такси этих сняли, да? Ой, не такси, Форсаж. Ну и такого рода. Что-то проверенное, из которого можно качать деньги. Ну ладно. Ну, в общем, вот этот жанр, он потихоньку подыхает, супергеройское кино. Не то, что подыхает, он как бы отходит в тень. Он же был тоже в 60-х, 70-х, по-моему, годах очень популярен. Сейчас вот было время, когда он тоже на пике был, сейчас отходит. И, в общем, там некое переосмысление идет. Но самое, что интересно, если взять пацанов, да и вообще вот какой-то американский взгляд, то люди, даже не обладая какими-то сверхспособностями, обычные люди, они не все-таки это не люди СНГ. Это люди, которые считают себя полноценными и которые способны бросить системе вызов, способны бросить вызов даже супергероям, ну, людям, грубо говоря. Там под супергероями же как бы на самом деле люди, подразумеваются люди из индустрии, из киноиндустрии, ну и из вот этого мира шоу-бизнеса, которые как бы недосягаемые, у которых много денег, у которых большая власть и так далее. Ну, то есть имеется в виду, какие нарративы у американской культуры, американского кино, в частности, в том, что у каждого человека он не должен испытывать какого-то, знаете, такого комплекса неполноценности, что вот за тебя все подумают, мы за тебя все решим, ты, главное, сиди там где-нибудь, не вякай и так далее. То есть здесь вот совершенно другой мир, другой взгляд на вещи. То есть даже человек, имеющий, ну, то есть не имеющий какой-то суперсилы, не имеющий даже просто силы, но он все-таки способен сопротивляться. И что мы увидим в итоге? Американцы действительно это общество вооруженное, во-первых. Ну и если им что-то не нравится, они выходят на улицу, выходят в том числе и с оружием и отстаивают свои права. Даже в Капитолий могут забежать. То есть это вот совершенно разное общество все-таки. Нам это тоже надо учитывать, что у нас общество все-таки закабаленное, да. Вот это 70 лет от Советского Союза даром не прошло. То есть нас закабалили. И вот эти все нарративы, они все в нашем сознании тоже сидят. Все это не высовывайся, не лезь, моя хата с краю. Вот это все в нас все сидит, и мы неосознанно все это своим детям, внукам дальше передаем. Поэтому, то есть вот это вот нам надо, знаете, вот систематический анализ вот этот. Это большая работа на самом деле, статистическая, аналитическая. Я не знаю, в какой области должен быть человек обучен, образован, но это, я примерно представляю, как это должно делаться. Это, безусловно, какие-то тесты, методики. Ну, короче, научный подход должен быть. По-любому какие-то разработки в этом плане у кого-то есть. Это, ну, в принципе, я думаю, главное, чтобы у человека просто какой-то базовый уровень образования был, а что-то освоить, додумать, взять, влиться в новую какую-то сферу, это все возможно. Это, ну, такой системный анализ, системный подход, короче, какой-то нужен. Вот что я хочу сказать. Поэтому на основе вот этого вот анализа нужны и методические рекомендации уже. Так, об этом я все сказал. И, кстати, вот сейчас вот трясут, к слову, о патриотизме, да, и о некой глупости вообще этого Мордора. Сейчас трясут каких-то агентов, этих шпионов, которые 20 лет в Канаде прожили, родили там детей, муж и жена. Их потом куратор свой же сдал, за деньги продал их. И они вынуждены были вернуться домой.
И сейчас книги пишут, всем интервью ходят, раздают, что вот они там, что они там такие вот все супер какие-то шпионы и так далее. Но почему-то их раскрыли. Это вот, к слову, о профессионализме, да, вот этих вот всех шпионов и патриотизме. То есть сдал их никто иной, как их собственный куратор. Ну, понятное дело, что за деньги. То есть, видите, в самом Мордоре-то с этим тоже глобальная проблема, что на пользу нам. Именно с какой-то идеологией. То есть, понимаете, те, кто там служат, работают, естественно, у них никакой какой-то целостной картины, какого-то там горизонта планирования, естественно, нету. То есть они как-то... Это люди очень... Почему вообще идут вот такие структуры, я вот сейчас думаю, по крайней мере, в Мордоре, типа ФСБ там и так далее, МВД, возможно, даже. Ну, здесь... И почему они так хорошо сплетаются именно с криминалом-то? Да потому что идут по одним и тем же причинам. Потому что они не хотят работать. А ты пришел в такую контору, как ФСБ, допустим, и все. И ты можешь тем же рэкетом заниматься, всеми теми же делами. Но только уже под такой мощной крышей, которую, ну, как бы, никто не может уже ее нагнуть, вот эту крышу. Я не знаю, конечно, как в других странах, но то, что именно спецслужбы в России всегда занимались охраной режима, а не, как сказать, охраной страны, то понятное дело, что они идут туда только из корыстных каких-то мотивов. Ну, потому что, ну а как может вообще вот даже сотрудник, там, не знаю, ну, не глупый, из ФСБ объяснить, чему он служит и чего в итоге они хотят добиться вообще. Вот, ну, если вот так его взять, на честный какой-то разговор вывести, если это, конечно, возможно, да, сотрудника такой организации вывести, ну, все равно у него уже какое-то видение должно быть будущего. Что они хотят вообще добиться. И тем более у них, наверное, какая-нибудь информация все равно есть, более объективная о, допустим, состоянии экономики и реальном положении США. Я имею в виду, что сколько бы пропаганда ни говорила, что там в Америке все плохо, но на самом-то деле это все-таки страна номер один, и там ничего на самом деле не так уж и плохо, и там-то уж действительно люди очень умные, интеллектуальные сидят, которые умеют прогнозировать. И, кстати, хорошо, что я давно в стрим не выходил, потому что накопил всяких разных мыслей. Я, правда, хочу еще отдельное видео сделать. Посмотрел я недавно один фильм «Парни с нашей улицы», что ли. Ну, в общем, там фильм про жизнь афроамериканцев. Кстати, на нее потом такой сатирический фильм сняли «Не грози Южному Централу». Ну, то есть... Но, что я хотел сказать. Фильм очень хороший на самом деле. Там показано не только какая-то жесть, да, что перестрелки и так далее. Ну, там вообще важные вопросы поднимаются. И жаль, что такого рода фильмов, ну, они, конечно, есть, но, тем не менее, их не так уж и много. И они очень созвучны, кстати, с нашей проблемой нынешней. Там, в частности, упоминается о том, что почему вообще вот именно в гетто допускается продажа наркотиков, продажа оружия, и полиция там, ну, как сказать, не так хорошо работает. И там один из героев специально приезжает в Комптон и поясняет как бы своему сыну и его другу, что
Все это делается специально для того, чтобы вот эти вот афроамериканцы друг друга все там переубивали, скололись и так далее, и затем эту землю у них выкупить и продать подороже. Ну, то есть один в один как бы. Это фильм, кстати, 90-х годов. Фильм такой вошел, кстати, ну, в какие-то очень такие заслуженные фильмы американские. Я думаю, вы можете найти, если захотите. Там еще, кстати, молодой этот снимается, Ice Cube, совсем молодой, с этим Кьюбой Гудингом. Так, ну и там проблема прямо тоже созвучная нашей. Но у нас-то, конечно, все это масштабно, потому что все-таки у нас есть своя земля. И, ну, а проблема один в один прямо. То есть раньше я этого никогда не понимал, что о чем вообще, почему вот они протестуют, да, афроамериканцы, почему они, ну, как через там рэп пытаются высказать свои проблемы. И сейчас вот, когда повзрослев, как бы, посмотрев этот фильм, ну, по-моему, я его, наверное, не смотрел даже, на самом деле. Сейчас первый раз, наверное, смотрел. Посмотрев его, проанализировав, ну и понял, что он действительно такие же, как и у нас проблемы, в общем-то. Только у нас это все как бы более масштабируемо. Все-таки мы являемся коренным народом там у себя, ну, в Бурятии, Саха, да, там, Калмыкии и так далее. И у нас есть наши природные ресурсы, которые все выкачиваются. Мы и сами как ресурс. Ну и вообще нас ассимилируют, отправляют на убой, на войну. И, в общем-то, нам сейчас надо, конечно, это бить во все колокола и в этом направлении работать. И, конечно, надо добиваться независимости, потому что, вы понимаете, американское общество – это все-таки другое общество, это более мягкое общество. Да, они, конечно, занимались разгонами и так далее, но, тем не менее, все-таки свобода слова, демократия – это дает свои плоды. То есть такие фильмы, где все это в открытую высказывается, они выходят, они доходят до общества, и общество анализирует, меняется и так далее. Здесь же это совершенно другая. В Мордоре совершенно другая система. Это система, которая умеет только ломать, и она может остановиться только когда получит достойный отпор. Только тогда и все. Поэтому с Мордором по-другому просто никак не получится. Здесь, чтобы отстоять свое право на жизнь, на развитие, необходимо, конечно, с ним сопротивляться только силовым способом. Какие-то сделки там, с ними ничего не пойдет. Ну, то есть вот сейчас вот с Грузией, да, вот прекрасный пример. Просто молча, тупой силой надавили, задавили и все. Подкупили этот парламент. Президент вето наложил, но они как-то хотят вето сейчас это снять. Народ выходил. Они никого не слушают. А это вот и есть русский мир, когда тупо, нахрапом, без какой-либо там умной идеи, просто идут, ломают и все. Это вот медведь, не зря медведь, да, броня такая, идет и все. И только вот я не знаю, что надо-то. Этот надо ему с какого-то крупнокалиберного прям в лоб попадать и все. Только так его можно остановить. Или этим каким-нибудь копьем типа проткнуть его. На самом деле медведь же не является там каким-то очень умным животным-то. Так что не зря этот медведь этот символ России. Вот такие дела. Так.
В общем-то, что если это все затянется на какое-то время, да, ну оно уже и так затянулось. Но я так понимаю, у нас все равно именно с 22 года возможности, я так понимаю, просто не было. Во-первых, у конторы есть, как бы сказать, некие предохранители, есть некие уже наработанные свои схемы, есть продуманные какие-то вещи, но они, конечно, тоже примитивные, ничего там умного особо нету, то есть это понять может и любой человек, на самом-то деле, если немножко присмотрится. Это просто уж для обывателя все как-то совсем уж, ну, для совсем какого-то там, это simple человека, это как-то сложно, наверное. Для человека, который хоть чуть-чуть думает, все равно все очевидно и понятно. И методы у них тоже, конечно, очень простые. То есть они, ну у них какая установка? Вот мы, Русская империя, принесли всем счастье. И сейчас вот даже из Саврамата кое-что скажу. Вот он недавно, буквально вчера, по-моему, да, выпустил видео про какие-то сценарии типа Рашки. Почему-то в последнее время он перестал про распад говорить. Это мне интересно, почему он так изменился. Но мне странно было, что он говорит, вот в национальных республиках типа ничего не получится, у них там будет демократии не будет, там авторитаризм. Я думаю, ну какая тебе вообще, Саврамат, разница? Ты вообще не... Он про Татарстан, по-моему, в частности говорил. Ты не татарин сам, не бурят, не чеченец. Почему вот ты вообще за нас все решаешь? Ну кто тебе вот это вот дал право? Ну даже если и будет у нас авторитаризм, да, но это как бы наш выбор будет зато. То есть мы сами по нему пойдем. Без... или, ну, конечно, будем биться за демократию. Но тем не менее это будет наш выбор. Почему, вот знаете, кто-то должен все-таки решать, как за малыми детьми, что вот мы, для вас это будет лучше, да, там, для бурятов или еще для кого-то. Мы что, как сказать, какие-то эти, что ли, люди, за которыми нужен какой-то уход, догляд, какие-то малолетние, как сказать-то, опять я слово забыл, ну, которые содержатся на попечении, типа несовершеннолетний, типа такого. Вот это вот подход такой. У конторы тоже такой же, вот, соответственно, подход, что вот, вот эти вот, ну, как они зовут, малые народы, не умные, они пропадут почему-то без русских сразу же, ничего не получится. Но вот как-то Казахстан не пропал, Украина не пропала, Беларусь не пропала, никто не пропал, все нормально живут. Почему, тем более страны Балтии, да, почему вдруг мы вот пропадем, остальные все республики? Что случится-то? Или кто-то там нападет внезапно, или еще что-то. Ну, чего вам так переживать за чужую землю вообще? Но подход у них, вот идеология у них такая, да, у конторы. Вот они пропадут, и они как бы вообще не самостоятельные, сами они ничего не могут решить, и поэтому для них надо, наверное, какие-то танцы устроить, маленько там, типа что-нибудь позаигрывать с бурятским языком, типа маленько какие-то деньги там выделить, какие-нибудь пусть ролики снимут, да, вот как это Булат снимался, Дедышев. Ну, что-нибудь такое, завлекуху какую-нибудь. Там еще на мероприятии водки там налить. И все как бы дело в шляпе, да. То есть опять обманули бурятов. Ну, так не пойдет, конечно. Поэтому нам, конечно, надо как-то массово вот это все осознать, потому что все равно народная поддержка, естественно, нужна. Хотя бы определенного процента. Ну, а в целом, конечно, надо чего добиваться в будущем. Я как это вижу. Чтобы бурятский народ, он как какое-то демократическое, допустим, американское общество, мог
мог ну, самостоятельно свою судьбу решать. Не так, знаете, что вот авторитарная какая-то власть, и все, и мы ничего не можем. Ну, посмотрите нашу историю, да, Чингисхана мы все-таки тоже выбирали, на самом деле. У нас вот прям крепостного права, там ничего такого не было. Это всего лишь 70 лет нашей истории. Это вот надо забыть, декоммунизацию, десоветизацию, все это провести, все это объяснить. Вот как в Польше очень хорошо, оказывается, там работа построена. Я так маленько послушал, но уже выводы сделал. У них очень хорошо все это, борьба с фейками, с этой советской пропагандой очень хорошо идет. И на самом деле, ну, они в этом плане большие молодцы. Но это опять же говорит о том, что у них, они же понимают, что надо бороться с вот этой вот пропагандой. С пропагандой борется кто? Ну, какие-то интеллектуальные люди, да, которые сами способны какие-то нарративы, какие-то смыслы людям доносить, уметь соотносить, связать свое прошлое, выделить оттуда какие-то лучшие черты народа и связать с будущим и идти вперед. То есть мы же не можем прошлым жить, не можем где-то застревать, да, то есть сейчас наше общество, само бурятское, оно вообще в неком безвремени находится на самом деле. То есть у нас не систематизировано, непонятно, нет единства в народе, нет понимания вообще, осознания, куда мы движемся, что делаем. И еще и люди вдобавок каких-то в разных временных и ценностных ориентирах живут. То есть кто-то вот в модерне живет, кто-то в постмодерне, кто-то в Советском Союзе живет, которым вообще непонятно, применимы ли мы какие-то там термины из искусства взятые. Ну и вообще это какая-то отдельная своя какая-то история. Кто-то вот старается жить бурятскими какими-то традициями, понятиями. Ну, это все надо как-то, я говорю, проанализировать, найти все точки соприкосновения бурятского народа и объединить его. И главное донести до народа, что залог сохранения, нет, сохранение дурацкое слово, потому что это, знаете, развитие, сохранение это просто ты вот сохранил и что? Это вот ты какую-то сумму денег накопил, и что? И ты же с ней должен что-то делать. Ты либо ее в банк тогда уж положи, на дивиденды живи. А так-то ты просто ее потихонечку все потратишь, да? Согласитесь. Ну что, они у тебя будут лежать, тебе же все равно надо там каждый день хлеб покупать туда-сюда. Поэтому сохранение это не то. Развитие, выживание и даже можно сказать, ну, какая-то, знаете, вот как у любого какого-то проекта, все-таки должна быть миссия нашего народа, идея, ну, вот как, если кто понимает, о чем я говорю, да, ну, вот какой-то бизнес, допустим, там же все равно есть своя миссия и так далее. То есть это вот на таких началах, я думаю, все это должно строиться, все это... Короче, интеллектуальные люди нужны. Это, во-первых, чтобы хорошо все это проанализировать. А таких пока не наблюдается, к сожалению, в публичном пространстве, по крайней мере. А так это, конечно, надо все обсуждать. Ну и силен страх еще в обществе. Страх репрессий, просто даже сам страх. Как-то вот люди из-за этого страха даже не могут и раскрыться на самом-то деле. Но я думаю, это время еще все равно придет, новый такой взрыв пассионарности все равно. Но я так смотрю, слушаю. Экономику-то, ну, все равно спасти никак невозможно там. Ну что, экспорт, ну сами даже посудите. Экспорт прервался, да. Покупают нефть только Индия и Китай. Индия деньги не платит. С Китаем там тоже видим проблемы. Газ вообще, получается, никуда не уходит. На что как бы жить? Налоги, да, сейчас хотят они
брать с тех, кто там на оборонке где-то работает, да, кто больше там 80 тысяч зарабатывает в месяц. Но это хорошо, да, будут свой народ грабить, да. А дальше-то что? Как развиваться? И, знаете, здесь они попали, конечно, в ловушку некую. С одной стороны, они не могут прекратить войну, потому что... А как ты ее прекратишь? Куда вот весь народ, весь этот девать? Вот этих всех, кто там воевал, всех этих ветеранов, да? Всех этих вагнеровцев, еще кого-то, которые уже привыкли хорошие деньги получать. Это же уже, эту массу, ну, репрессировать ее сложно будет. Куда-то ее надо направить. Это масса, ну, не самые, конечно, там образованные и так далее, интеллектуальные люди, но зато они как бы долго и не раздумывают. То есть они уже прошли все самое страшное, войну прошли, мясные штурмы, то есть там бояться уже нечего. Так что они еще и некое привилегированное положение имеют, они способны на многое, да, так скажем. Ну, если они перестанут получать какое-то денежное удовольствие, я думаю, у них начнется недовольство, которое может вылиться, всякие протесты и так далее, захваты правительств. Ну, не знаю во что, но все равно такую массу без денег оставлять тоже непонятно. Либо их надо куда-то утилизировать, а куда... Короче, я думаю, они еще столкнутся с этим. Ну ладно, это еще одна беда, да. А с населением-то что делать? То есть деньги все... Ну вот, смотрите, вот война, ну, типа закончилась, перемирие, да. Экономика-то не улучшится, никто санкции не снимет. Что делать? И перекос вот это вот на военные рельсы же все встало. Да, не производят ничего нового, но что-то производит, какое-то старье. И как назад переориентировать? То есть, возможно ли это все в такой стране, которая еле-еле на военные рельсы как-то пытается поставить, а назад куда? Ну, то есть, здесь слишком много проблем, которые уже становятся неразрешимыми. Ну и плюс надо же действительно смотреть вот с ЖКХ, с какими-то социальной инфраструктурой работать. С этим ничего лучше не будет становиться. То есть и прорывы труб, получается, будут. Ну, вот эти все проблемы, наводнения и так далее. То есть деньги-то не будут вкладываться туда. Их и нету. И вся эта советская инфраструктура, она уже совсем уже обветшала. Но все-таки уже сколько лет-то нет Советского Союза. А то, что новое делали, это ну, полная халтура, которой никакого качества там нет. Поэтому она в буквальном, в прямом смысле все там разваливаться будет. И будет, видимо, держаться... это я про сценарий с перемирием. А с войной так тоже ничего хорошего не ожидается. Ну, будут какое-то время воевать, но притока новых денег-то нет. А Украину, наоборот, будут поддерживать, будут вооружение ей давать. И получается, таким образом и до поражения недолго. Поэтому все это, конечно, очень сомнительно становится. И у нас, раз появляется время такой возможности, время подготовки, конечно, нужно таких людей искать, бурятов, которые на уровне какой-то научной мысли могут все это осознать, структурировать, ну и предложить варианты действия. Как-то так все это я вижу. Сперва надо перестать бояться русских и обрести свое достоинство самосознания. Ну да. Приходит время освобождения от русского рабства. Русские оружием, обманом, истреблением завоевали земли коренных народов. Русские понимают, что без колониальных территорий им придется работать не умеют, не заложено.
что вы смогли сами без СССР, что вы сделали хотя бы для самих себя. Но мы еще не вышли пока, нам пока рано такой вопрос задавать. Мы еще пока не вышли из состава. Не обрели независимость. Русские землю истребили, все съели на Сахалине, Камчатке рыбу истребили. Судьба женщины, все прекрасно, будут жить без расистов. Россия самое тоталитарное государство, никогда не было демократии. Вот, кстати, я вспомнил сегодняшнее видео с поляком с этим. Это что такое было? Там как раз таки говорится про то, что не было никакого там освобождения от фашистов, потому что и самое вообще поразительное, что я увидел там, ну они же пришли, советские войска оккупировали, получается, Польшу. И самое, что страшное, ужасное произошло, они, получается, концлагеря просто сменили хозяев. Представляете? То есть вот эти концлагеря, которые на территории Польши были, они работали потом, но уже под красным флагом. Это вообще, конечно, жесть просто. Я-то думал, что концлагеря фашисты, получается, ну, выгнали и все, людей отпустили. Оказывается, нет, ни хрена. Вот такие дела. Ну и там еще это, в Катыни, помните, расстреляли-то поляков. Это же советские солдаты сделали, а не фашисты. Ну и, конечно, очень много они работы проводят, поляки, большие молодцы, восстановление справедливости, всех фактов. Нам тоже надо будет вот это все дефашизацию, да, правильно, декоммунизацию, десоветизацию сделать, восстановить справедливость. Тем более у нас так много действительно жертв. Ну, в 90-е, ладно, да, я понимаю, что их имена прозвучали, что они жертвы были сталинского режима, ну и вообще вот этого вот советского. Но тем не менее, сейчас же мемориал закрывают, надо эту работу все равно вести, конечно, бурятов доводить, ну и рассказывать, какое на самом деле было якобы добровольное присоединение Бурятии, хотя, конечно, это никакое не добровольное, это все было оккупация, ужасное уничтожение, геноцид бурятского народа, ну и других коренных народов. Это, конечно, все надо рассказывать. И этот памятник надо в первую очередь, ну, там же памятник есть оккупантам, но он, к сожалению, он на частной территории пока находится. Ну, то есть не решился этот человек его выставить в такую общественную территорию, он себя как бы держит. Ну правильно, что он боится, что им с ним сделают. Косые, кто сделал Крокус и Питер автобус, русские, какого хрена вы к нам едете? Ну, мы как к вам не едем. Буряты сами не справятся без опеки русских. Справимся. Тюрки, монголы развивались одинаково в условиях, степях, но разные народы, армяне, грузины совсем разные. Не татары, монголы, как русские придумали совки, а тюрко-монголы захватили Рашку и заставили дань платить. Но самое, что интересное, на самом-то деле при монголах не было же, знаете, вот как сейчас с коренными народами происходит. Вот это вот издевательство, там, ассимиляции. Просто реально дань платили. Я вот слышал ученых, что это самое лучшее вообще время было у русских, когда вот это вот монгольское нашествие было. Потому что налог был самый низкий за всю историю. И, ну, получается, все остальное полная свобода была. То есть вот даже вот Тарковский же,
получается, отдал дань как бы этому времени, снял фильм Андрей Рублев. Ну и там показано, что вот как раз таки православие на тот момент развивалось. И ну, такое время на самом деле свободное было. Ну и не было там, знаете, вот... Ну, короче, сами по себе были предоставлены. Просто как бы, получается, дань платили и все, налог, да, по сути. И то самый низкий за всю историю России. Савромат либерал подчиняется Ходорковскому. Ну, понятно тогда. Поначалу-то он, кстати, да, что-то так прямо это... Я просто вижу, что поначалу он, ну, как такие расклады нормальные давал, а потом, знаете, прям как будто подменили такое, типа, ой, не получится. Ну, что, человек из системы, тем более Ходорковский человек с деньгами. И человеку, который в возрасте, который где-то в эмиграции живет, все равно как-то, ну, я так понимаю, там он вряд ли где-то работает. Столько времени стримам посвящать, это вообще капец. Ну и я так понял, у него еще кто-то на удаленке, видимо, работает. Ну, может быть, хотя он человек умный, конечно, он, может, и сам с монтажом разобрался, и сам монтирует. Ну и судя по его заставкам, которые такие не очень, на самом деле, с какой-то, с претензией на что-то такое в стиле ТАСС уполномочен заявить, ну что-то такие вставки какие-то интересные, музыкальные у него, то особого вкуса такого нету. Как помните, раньше у Гордона тоже была вот эта музыка, какая-то странная на заставке. Где это? Я понимаю, он человек тщеславный, но там перебор был, где его фотки там, и музыка такая тан-та-та-тан-тан. Ну, то есть тоже особо вкуса такого нет. Слава японскому Сахалину и Камчатке, будут жить богато и развито. Ну, в целом, да, на самом деле. Сейчас, да. Полковник Андрей Безрук, профессор МГУ, серьезный аналитик, полковник Савромат, его нужно слушать и делать свои выводы. Ну, хорошо, послушаем тогда, раз рекомендует. Пианист Андрей Гаврилов очень четко проанализировал русскую культуру. Где-нибудь у меня потом под постом, тогда ну идут какие-то краткие свои, может быть, выводы сделайте, напишите. Choose HD and I have been trying and I think it was just me and the boys and I have been so... У меня английский не такой хороший. Реальность страшнее всех этих фильмов страшилок. Пацаны, прикольный сериальчик. В эти дни памяти геноцида адыгов-черкесов. Сочи по-картвельски, Пихта, Мигрелы жили. Литросексуал. Всегда на Руси выбирали людей, кто им мешал, подальше от Москвы. Столько людей в ссылки сослали, сколько смогли. Нужно понимать, что русские заставляют верить ему, подчиняться силой. Когда перестать верить русскому, то сразу все становится на свои реальные места. Привет, монголы всегда жили, торговали ханьцами, русские чужие, чужаки, совсем другие чужие. Ну, опять начинается. Пиши адрес, за тобой уже выехали. Приветствую. Сейчас каждый блогер политиком стал. Нет больше тем для рассуждения. Ну, почему бы и нет? Ну, у нас, как бы, мне кажется, сильно об этом и вообще не было речи про независимость до начала войны. Пригожин, Дарья Дугина, Фомин, Татарский живы. Это спектакль для бедных, для нас.
Что за гуся голову? Толкин был историком и отталкивался от существующего мира, и Мордор однозначно ассоциировался с Россией. Это и количественная ценность жизни в этом краю. Ну да. Аир видел видео в Якутии. В Якутске солдаты Саха, ССО каждый после отпуска в ранении держат в тюрьме, и ВС закрыли, не дают воду, туалет идти, не кушать, держат, ставят песню «Шаманы я русские». Видел, да? Да, видел. Ну что, за что боролись, на то и напоролись, как говорится. Вот, воевали же за русский мир. Вот, получите, распишитесь. Украина победит, Рашку ждет распад. Ну, очень надеемся. Саврамат переехал в Парагвай, снимает дом на деньги какого-то спонсора из Европы. Но видите, конечно, как человек может за границей жить, не работая, ну, без какой-то поддержки. А так просто же, ну, тоже никогда же не бывает все. Ну, опять того же чувака взять, да? Ладно, не будем сильно про него, но который сейчас в Монголии тусуется. Он же так и не ответил, откуда у него бабки на житбыт. Тоже кто-то спонсирует. А когда тебя кто-то спонсирует, все равно ты какую-то повестку должен отрабатывать. Ну, просто так кто будет себе спонсировать? Ну, бывает, наверное, конечно, такие какие-то совсем уж люди. Но это все равно очень редкий случай. А сколько вообще времени? Уже походу пора спать. Ну, конечно, 11 часов уже. Ладно, на худут надо заканчивать. За на худут. Так же, как вам донаты скидываю. Ой, поверьте мне, на эти донаты не выживешь, если уж честно. Желаю всем народам Аркастана обрести независимость, сохранить идентичность. Аминь. Ну и самое смешное, что за тот момент, пока он в Улан-Удэ находился, 1500 ему скинули. Нет, там финансирование идет целевое, запланированное. И кто-то какие-то кошельки там платит. Ну, то есть это проект, это же очевидно. Так же, как этот американский товарищ. То есть что-то такое неценностное, просто какая-то болтология. Запудривать мозги около этого процесса. Про независимость все равно нужны всякие болтуны, которые ничего не будут толком предлагать и просто мусолить одно и то же. Хотите распад России, go to 90. Ну, 90 уже наступили. В каком-то городе я видел уже разборка, где что-то вагнеровцы кого-то избили, потом их приехали местные, постреляли. У нас в Улан-Удэ эту пару, ну, сейчас уже менты наконец-то уже хоть смогли сказать, что их убили, скорее всего. Ну, вот это вот СССР. Блин, я фамилию забыл. Ну, короче, помните, да? Молодые парни. Ой, молодая пара. Ну, они не пара. Короче, вы поняли. Девушка, парень. Короче, кто-то их убил. Кого-то они подсадили. То ли таксовали они, то ли что делали. Короче, не знаю. Поэтому аккуратней там вообще в Улан-Удэ надо быть. Это вообще жесть там происходит. Главное, именно бурятов почему-то убили. Может, это провокация конторская какая-то, не знаю. Да, это алкаш Буханде одно и то же трендит, уже неинтересно слушать. Да, на худут. Наверное, я заканчиваю, потому что уже 11. Надо еще попить чай и ложиться спать. За на худут пайрла. Комментарий башты, лайки-то викты. Подписка ты за на худут. Дахину з утра, байер те.